мне пришла посылка еще 2 дня тому назад. Я давно, в принципе, хотела заказать то, что сейчас лежит в посылке. Так, друзья, мне посоветовала моя знакомая, можно сказать, что она заказала очень вкусные приправы и много чего для себя. Так, значит, друзья, посылка стояла на улице, она грязненькая. И она мне посоветовала приправы, которые заказала сама. Ну, вот, интрига как бы. У меня в посылке приправы. И позавчера, когда я посылала отправлять посылки, я вам рассказывала, Ибрагим сразу принес эту посылку домой, и мама говорит, на почте спрашивали, у вас такая пахучая посылка, что там у вас? И, мол, если это, ну, что-то такое пряное, приправы или еще что-то, пусть она мне номер телефона даст, но я знаю, знакомая у меня на почте, она уже знает, что мне что-то присылают. И даже вот я ей отдала номер телефона, отдала номер WhatsApp хозяйки этого магазина, который вот такую вот красоту мне прислала. Я у нее заказала. Сейчас потихонечку мы начнем. Значит, я немножечко расскажу, как и что. Девочки, значит, я познакомилась с ней. Мне дали номер ее телефона, я познакомилась с ней. Она оказалась такая добродушная, такая отзывчивая, такая приятная девушка. Она она грузинка сама, но родом из Абхазии. Зовут ее Лали. И действительно очень хорошая женщина. Друзья, я узнала от нее, что она сама технолог, что она все эти специи, все это разрабатывает сама, производит, у нее есть как бы свое производство. И есть интернет-магазин. И вы знаете, девчонки, мне моя подружка тоже посоветовала, что вот как у нее таких вкусных приправ нигде не было. А моя подруга занимается вот почти тем же самым, что не почти, а тем же самым, что и я. Делает на продажу заготовки, заморозки, полуфабрикаты, готовое производство, ну, готовую продукцию, все на заказ, на свадьбы. И поэтому вы сами знаете, что приправы нам просто нужны. Девочки, Лаля мне сама посоветовала, какие приправы лучше у нее взять. Показала, как нужно сделать заказ, объяснила все, потому что я, в принципе, во всех этих вещах чайник, обычно этим занимается у меня Ибрагим, но, как знаете, Ибрагим тоже в приправах ничем мне не поможет, поэтому действительно Лали такая оказалась такой женщиной, что, ну, все разложила по полочкам, рассказала, объяснила и даже сказала, что от нее будет какой-то презентик. Сейчас посмотрим, что там, потому что она сказала, что еще и в подарок отправит. И, девочки, Лали, оказывается, она узнала, что я веду, что у меня есть свой канал, что у меня есть, и она посмотрела мой канал, ей очень понравилось. И оказывается, и у Лали есть канал в Ютубе, и также есть у нее страничка в Инстаграме, что Лали отправляет приправы и по России, и по миру, вот куда хотите, в любую точку мира Лали может отправить свою продукцию. И узнав, что я блогер, она тоже захотела, чтобы я рассказала ей, о ней вам, друзья, и о ее продукции. Сейчас мы посмотрим, как она вот так вот, а потом, когда я буду готовить, я вам буду показывать, какая специя, что, как, уже на своем личном опыте. Ну, лавровый лист Ибрагим тщательно снял, как я видела, пока я разговаривала с вами. Сейчас посмотрим, что тут упаковано. Ой, аромат действительно просто в комнате невозможно, какой стоит аромат. Так, ага. Сейчас эти посылочки чистые. Вот это вот отставим немножко. Так. Это мой заказ. А вот эти два бокса, они стоят по 1500 рублей. Эти два бокса она
прислала в подарок моим 2 дочкам. Она посмотрела мой канал и знает, что мои дочки тоже и хозяюшки, и готовят хорошо. И вот для них она прислала вот такой вот подарок, друзья. И действительно, вы сами знаете, что мы иногда покупаем какие-то приправы, и они бывают плохого качества. Но пока я не пользовалась, прямо хвастаться не буду. Мы с вами будем готовить, действительно. И я буду говорить, какая приправа, как и что. И еще, друзья, у нее на канале, что в Инстаграме, что на канале в Ютубе, у нее есть много рецептов, по которым она готовит, добавляя вот эти вот приправы. И как и что у нее прям вот прекрасно все там расписано. Можете зайти к ней и в Инстаграм, и в Ютуб, и посмотреть. И у нее есть еще одно хорошее средство от кашля. Как раз мне оно очень нужно, потому что у меня Ибрагим начал кашлять. Сейчас я распакую именно свою коробочку, а потом посмотрим еще, что в ней. Так, сейчас мы вот этот вот боксик откроем без вас. И, друзья, мне Лали вот как раз рассказывала, да я и сама посмотрела у нее на канале вот про этот вот чудодейственный эликсир, можно сказать, сироп от кашля. Вот, посмотрите, как она его запаковала, как будто бы действительно в кокон какой-то, чтобы не разбилось, потому что бутылочка стеклянная. И это, как у нее говорится, это сироп из шелковицы. И, друзья, как вот Лали мне рассказывала, этот сироп из шелковицы, который хорошо помогает от кашля, от простуды, выводит мокроту из легких, из бронхов. Также Лали сказала, что он очень полезен тем, кто болел, переболел ковидом. И она говорит, что его можно принимать детям от 9 месяцев, и взрослым. Очень хорошо помогает. Очень хорошо она говорила, что он укрепляет иммунитет. И, я не думаю, что ради того, чтобы продать, Лали так его хорошо для меня рекламировала. Попробуем, посмотрим. Как раз я говорю, у меня Ибрагим кашляет. Мы ему начали давать какие-то препараты, но антибиотики не хочу, потому что просто чисто кашель у него. Вот как раз вовремя. И будем экспериментировать, и этот курс он пропьет, значит. Так, теперь дальше. Как видите, моя посылка с приправами огромная. Сейчас я все достану и поставлю. Так, и вот, друзья, что было в моем боксе, значит. Это у меня по заказу, а у нее есть, я вам потом покажу, бокс, который называется «Ромашка». Так, здесь, значит, видите, какая приправа для шашлыка. Интересная такая. Я открыла одну, она прям вот переполнена даже, настолько ее много сюда положили. Для супа, борща и бульонов приправа. Значит, вот такой вот чеснок сушеный. Сбор ароматных солей. Тут разные вот соли. Дальше приправа для курицы. Приправа для мяса. Приправа для плова. Видите, все тут разное. Это, наверное, надо будет высыпать, все перемешать и обратно туда, скорее всего. Куркума. Так, приправа нежная для первых и вторых блюд. Так, хмели-сунели. Я хмели-сунели как раз открывала. Совсем не тот аромат, который я покупала. Тут очень ароматно, очень. Так, приправа острая Мексика. И я очень много у блогеров именно в Инстаграме видела, как они покупают, заказывают у Лали приправы. Так, копченая паприка. Мне очень нравится копченая паприка. Вот, итальянские травы. И приправа универсальная для всего. Видите, какая интересная. Вот эти вот 3 в подарок. У нее в любом боксе от нее есть подарочки. Это ароматная соль, приправа гранатная. Это, значит, итальянские травы. Это харчо сунели с орехами. Вот эти 3 приправы она дарит в подарок. Вот это вот ванилин. Вот все стеклянное было запаковано прям вот в кокон завернуто. Вот такая вот зеленая аджика, девочки. Я никогда зеленой аджикой не пользовалась. Вот будем смотреть. И вот соус
ткемали. Мне очень хотелось, я в этом году так и не приготовила, хоть готовилась и хотела сделать, но я его не приготовила, поэтому заказала. Вот такое вот масло грецкого ореха. Все, что я заказала, мне рекомендовала именно Лали из своего, что у нее есть. И вот такая вот мельница с смесью 5 перцев. Ну, этот эликсир мы уже показывали. Сейчас я вам покажу, что Лали прислала в подарок для моих дочек. Так, и вот смотрите, это 2 одинаковых бокса, поэтому вот эти боксы, как я сказала, называются ромашкой, и они стоят 1500 рублей. Так, смотрите, в этом боксе вот эти вот все, что я достаю, это подарок. Видите? Все в боксе в подарок. Вот итальянские травы, хмели сунели для шашлыка, нежная и Мексика. Вот эти вот 3 подарочек. Ну, кто покупает. А я, как я сказала, эти 2 бокса нам тоже присланы в подарок. Ванилин вот такой вот. Ты показываешь, видно? Красная аджика, вот, для девочек. Тут копченая паприка. Тут гранатовая ароматная соль. Так, тут приправа для плова. Тут универсальная приправа. Сбор, опять-таки, ароматных солей. Сказка такая. Это для супа и для борща. Приправа грузинская. Для шашлыка, птицы, лобио. Ну, для всего. Так. Здесь приправа для курицы. Ой, мамочки. Так, девочки. Здесь приправа для мяса. И куркума. Я не представляю, я просто не представляю, как будут довольны мои дочки, действительно. Я благодарна Лали. Огромное-огромное ей спасибо за вот такие вот боксы, подарочки для меня. Я не ожидала, что это будет. Вот, действительно, Лали очень хороший человек, очень приятная в общении, все прекрасно объясняет, еще раз повторюсь. И, девочки, зайдите к ней на страницу в Инстаграме, на канал в Ютубе, сами все посмотрите. И рецепты, и приправы, и можете с ней пообщаться по WhatsApp. Ее номер WhatsApp тоже я в описании поставлю, и ссылочки тоже будут в описании. А потом, каждый день, когда я что-то буду готовить, я буду добавлять эти приправы и буду вам говорить, что и как. И, друзья, а теперь будем идти готовить и тоже добавлять какие-то приправы от Лали. Так, на завтрак мне захотелось сегодня, друзья, помните, мы с вами замораживали баклажаны. Баклажаны, я вам говорила, что я первый раз замораживаю в этом году, никогда не замораживала баклажаны и не знаю, какие они будут. Много роликов посмотрела, но вот заморозила, немножко их отварив. Теперь мы очень любим с сыном баклажаны, яичницу с баклажанами, можно сказать. Просто так обжариваем баклажаны. Я их разморозила, но они еще не совсем оттаяли, но практически. Вот эти вот кружочками. Я несколько видов замораживала. Вот сейчас хочу вот более оттаившие, наверное, обжарю. Мы очень любим баклажаны жареные, я тоже. Я вообще, знаете, как просто люблю, вот без ничего. Когда я сказала про это, что я просто люблю вот так вот обжаренные баклажаны без ничего, моя соседка пошла домой, тоже пожарила их. Она у меня поела, ей понравилось. Свежие, конечно. И одна из моих подписчиц тоже, мы как-то разговаривали, по WhatsApp, и как раз я то ли готовила, то ли что, я говорю, я вот так и так жарю баклажаны, просто так, я говорю, без ничего, я их так люблю, никуда, ни в муку, ни в кляр, ничего, просто свежие баклажаны порезала, посолила немножко, они постояли, и обжарила в сковородке, и вот для меня вот этот вкус, вот прям вот само то, и этим девочкам тоже, между прочим, понравилось. Так, а потом как-то я вот так вот решила и пожарила
Яичницу также с баклажанами тоже мне понравилось. И с тех пор мы с сыном подсели на эти баклажаны. Сегодня я хочу попробовать все-таки. Но они немножко у меня были в подсоленой воде. Проварились немножко, ну, пробланшировались, можно сказать. И заодно посмотрим, какие они будут. Резиновые, не резиновые. Вот мне хочется посмотреть. Так, значит, масло я налила, оно разогрелось. И теперь потихонечку, ну, не на сильном огне. Все-таки они еще, некоторые не совсем разморозились. И попробую. Жалко, что снег растаял, везде грязь. Было бы хорошо, если бы снег полежал. Я вообще помню времена, когда у нас не то что снег в новогоднюю ночь, даже пыльно было, настолько было тепло, друзья. Так, теперь подождем, пока с одной стороны прожарятся. Ну, с одной стороны баклажаны наши уже прожарились. Перевернем их. Теперь я добавлю сразу же яйцо. Яичницу я хочу сделать глазунью. Так, у меня адыгейская соль. Немного черного перца. И на самый слабый огонь и под крышечку. Ну вот моя яичница с баклажанами готова. Так, видно же, видно. Ну и посмотрим, что она из себя представляет. Ну, что яичница вкусная, я знаю, но какие же баклажаны? Посмотрим. Вроде бы вот на ощупь они мягкие. Так. Сейчас посмотрим. Так, друзья, я только что попробовала за кадром баклажан. Просто чтобы вам даже сказать. И вот смотрите, он совершенно не резиновый, мягкий, вкусный, как обычно свежий баклажан. Так, у меня тут немножко пекинской капусты с морковкой. Ну, на завтрак свежие овощи. Вы знаете, что вкусно. Я не стала сюда ничего добавлять. Просто капуста, морковочка, растительное масло и зеленушка. Вот. Единственное, что если бы было ПП питание, то на растительном масле нельзя было жарить яичницу и баклажаны. Это надо делать на сливочном или на топленом. Потому что вот я как-то покупала, ну, знаете, не курс, а недельное какое-то вот питание на неделю. Вот там везде было, что жарить на растительном масле нельзя. Когда на ПП питании. Вот. Конечно, вот надо было бы посидеть на нем еще, но эти разные вкусняшки не дают. Вот Мадина моя отказалась от хлеба и хорошенечко похудела. Мне тоже нужно отказаться от хлеба, но не могу. Но постараюсь, друзья, тоже отказаться от хлеба. Вот такой сегодня завтрак будет у меня. Баклажаны с яичницей, глазуньей.
Вот так вот. Будем теперь знать, что баклажаны стоит замораживать, и они нам пригодятся зимой, когда они дорогие. Практически тот же вкус, то же самое. Ну, конечно, не сравнить прямо вот со свежими баклажанами, а так очень даже мне понравилось. Друзья, я сегодня хочу приготовить чахохбили из курицы. Я, конечно, не уверена, в принципе, даже уверена в том, что я его не приготовлю, как в Грузии, но как умею, так и приготовлю. Мне нравится, вот как я готовлю, потому что я другого не ела, никогда у грузин не ела, не была, и в ресторане в грузинском не была. Поэтому, значит, у меня курочка, я ее помыла, разделала, и теперь мы ее пожарим. Масло раскалила. И курочку надо пожарить с двух сторон. Ой-ой-ой. Ее не высушила. Поэтому стреляет. Так, ну для этого блюда нам нужен лук. Я много раньше тоже смотрела, но я его делала раньше часто. Но сейчас давно не делала. И как-то даже в одном кафе, когда месяц там работала, тоже там делала. Но не во всех рецептах добавляют болгарский перец. Я хочу добавить, потому что мне нравится аромат болгарского перца. Так, на сильном огне нам нужно просто добиться корочки. Обжарить с двух сторон. Лук я уже, как видите, нарезала. Болгарский перец сейчас внесу. Так, друзья, теперь перевернем нашу курочку, чтобы обжарилась со второй стороны. У меня тут нет грудки. Грудки я всегда отделяю от курочек и готовлю отдельное блюдо. Кто-то снимает кожицу, я не снимаю. Потом, кто не хочет, просто уже не ест. Вот, и теперь она обжарится со второй стороны, тоже до корочки. И начнем дальше. Так, друзья, теперь добавим болгарский перчик. У меня мороженый. И помидоры. Я буквально, наверное, один болгарский перец добавила сюда. И, друзья, помидоры тоже у меня были замороженные. Они были заморожены целиком. Так получилось, что мне их прислала Танзила, если честно. Я замораживала не целиком, а кружочками. Как-то мне Танзила прислала, мама говорит, я их заморозила, закинула, а мне не нужны, может, тебе пригодятся. Вот теперь они мне пригодились. Так, теперь я нарежу их. Конечно, было бы здорово свежие помидоры, но будем довольствоваться чем есть. Так, плодоножку надо срезать. Так, кожица снята.
Кожицу нужно снять. Если свежие помидоры, то нужно ошпарить кипятком и снять кожицу. Ну, в принципе, я научить делать чахохбили, наверное, вас не смогу. Мотивацию на чахохбили, да? Иногда забываешь, или не то, что забываешь, не знаешь, что приготовить. Посмотришь кого-нибудь, послушаешь кого-нибудь, что вот я это приготовила, я это приготовила. И раз вспоминаешь, ой, я тоже давно не готовила, может быть, и я приготовлю. И получается такая вот мотивация. Может, кого-нибудь мотивирую приготовить курочку вот так вот в томатном соусе, да? Я уже боюсь даже говорить про него, чахохбили, да? Но мне действительно нравится именно курица вот в этом соусе. Это чахохбили. Так, ну вот, помидоры тоже положили. И, друзья, я не солила, не перчила, ничего с курочкой не делала. Поэтому сейчас мы будем добавлять соль. Так, да, убавлю огонь. Ну и теперь продолжаем дальше заниматься нашим чахохбили. Так, видите, курочка у нас хорошенечко протушилась. Теперь я хочу сюда добавить все-таки немножко паприки, чтобы был более красный насыщенный цвет. Томатную пасту я не буду добавлять, а вспомнила, что у меня есть соус кемали, тоже от нашей Лали. Я добавлю вот так вот. Ну, 2 чайные ложечки. Нам очень понравилось. Это из красной сливы, а вторая из граната. Я сейчас вам покажу. Вот, кемали гранатовый. Джабраилу очень понравился вот этот вот кемали. Так, ну, сейчас специи закидаем. Я на гарнир, скорее всего, быстренько поставлю варить рис. Так, добавим, значит, как я сказала, немного паприки. Пол чайной ложечки. Паприка тоже от нашей Лали. И хмели сунели. Переполненные баночки. Теперь все перемешаем. И минут 5-10 тоже, пока еще мы сделаем гарнир, курочка у нас потушится. Все вкусы соединятся. И нарезанный чесночок тоже сейчас добавим. Все, пока пусть тушится на медленном огне немножечко, еще минут 5-10, как я сказала. И наше блюдо готово.
Аромат обалденный. Ну вот, наш обед готов. К сожалению, я не смогла показать, как я варила рис для гарнира, потому что приходила ко мне моя соседка, и я не смогла, короче говоря, снимать при ней. Так, ну, ничего сложного в этом нет. Как видите, рис такой разваристый. Вот так вот. Я сейчас добавлю сюда немножечко масла сливочного. Так. Ну, просто скажу вам, значит, я тщательно промыла рис холодной водой много раз. И налила воду на 2 пальца над рисом. Вот так вот, на 2 пальца над рисом. На сильный огонь, пока жидкость не выпарится до риса. Потом на очень слабенький огонь и под крышечкой. И получается очень хороший рис. Рис, друзья, у меня обычный круглозерный. Так, сюда засыпем зелень кинзы и петрушки. И все, наш обед готов. Так. Включаем газ. Можно сейчас еще сюда чесночка, но я не буду. Вот. Как я вам сказала, если бы я добавила сюда томатную пасту, то было бы очень красным соус. Но я не захотела. Сделала без томатной пасты с соусом такимали. Не знаю, друзья, мне нравится. Так. Ну вот. Вот такое вот красивое блюдо у меня получилось. Аромат очень вкусный. Соус тоже сам по себе очень вкусный получился. Я попробовала. Запахи, конечно, прекрасные. Особенно хмели сунели. Так очень вкусно пахнет. Вот так вот, друзья. Я надеюсь, я вас смотивировала, как я сказала, на приготовление вот такого вот прекрасного грузинского блюда чахохбили из курицы. Вот. Вообще говорят, чахохбили это означает куропатка. Ну, куропатка. Куропаток сейчас нигде не достанешь, конечно же. Но у нас курочка. Вот. Такой вот прекрасное блюдо. Готовьте, ешьте, угощайте и заказывайте еще и приправы у Лали. Масла мало. Я хочу все-таки уже замораживать их никак нельзя. И я хочу с них сделать типа рагу, наверное, что-нибудь. Какая разница, что замороженные, что не замороженные. Так, я, значит, порезала вот так вот соломкой произвольно морковку, лук. Сейчас порежу эти же баклажаны немножко, пополам их сделаю. У меня есть замороженный болгарский перец. И пусть будет такое овощное рагу. Чтобы не пропало. И будет, тем более я в этом году не делала никаких салатов на зиму. Первый год, друзья, когда я, сколько вот помню,
себя как хозяйку, чтобы я не делала зимние салаты. Ни одного салата не сделала на зиму, кроме аджики. Вот такая я хозяйка в этом году. Хотя, друзья, у меня мальчики не очень-то едят эти салаты. Все время их делала, просто когда гости или еще что-то. Ну вот, замороженные баклажаны есть. Капуста с морковкой тоже всегда есть. Можно быстренько сделать любой салат. Несложно. Так что мы как-нибудь пробьемся, правда же? Так, ну, масло, наверное, немножко уже согрелось. Я сразу и морковь, и лук. Я прежде их немножечко прижарю, а потом добавлю баклажаны. И баклажаны, и болгарский перец добавлю потом. Так. Болгарский перец. Так, здесь, наверное, не надо будет или надо будет. Ой. Так. Вот. Теперь добавлю баклажаны. Немножко убавлю огонь. Также добавлю болгарского перчика. Он у меня вот такой вот красивенький, цветной. Так, значит, посолю. Поперчу. И сегодня попробуем наши специи от Лали. Вот, хочу попробовать сюда смесь 5 этих перчиков. Также добавлю чеснок сушеный, но пока не буду добавлять чеснок. Теперь я накрою крышечкой, и немножко они потушатся у меня. Потом еще добавим помидорки. Хотя, в принципе, и помидор можно, наверное, даже сейчас же. Ну, минуты 5 потомим без помидоров под крышкой. А потом добавим помидоры. Ну вот, друзья. У меня помидор тоже замороженный. Добавлю немножко помидорку. Вот что значит заморозки, да? Ну и все, пусть теперь тушится. Теперь немножечко добавлю чеснока, тоже от Лали. Сушеного. Можно, конечно, и свежий, но мне что-то не хочется идти за свежим в кладовку. И хочу добавить также копченую паприку немножко для ароматика. Тоже приправа от Лали. Видите, как она переполняет эти баночки прям сверху. Все, теперь немножечко еще потушим. Минут 5, наверное. Ну и салатик мой, рагу салатик. Хоть чем назвать его можно, да? Готов, по идее.
хоть на гарнир какому-нибудь блюду, к мясу, к чему-нибудь. Вот. Поедят в горячем виде, если захотят. Ну все. Теперь добавим просто зелень. Но сегодня у меня никто не будет их есть. Но, по крайней мере, наши баклажаны не пропадут. Все-таки я же трудилась, замораживала их. Они у меня в холодильнике сколько хранились, да? И раз им пропасть дать. Все. Может быть, еще один лавровый листик сюда я положу для аромата. Тоже как раз, который мне прислала Али. Я не очень-то люблю лавровый лист, честно вам признаюсь. Аромат его не очень-то. Но так, буквально минутку, одну-две оставлю. Потом выну. Все. Пусть немножечко полежит. Ну и все. Закуска моя готова, друзья.